Еще раз с праздником всех. Великий праздник Пасхи. Христос воскрес. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы помолимся, мы благословим наше собрание сегодняшнее. И мы прославим тот, ради кого мы здесь собрались. Кому мы всем обязаны. Ради чего мы здесь. Аминь. Отец Небесный, Господь, мы благодарим Тебя за эту милость и благодать к нам, что мы могли прийти сюда своими ногами для того, чтобы прославить Тебя. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы в это утро Твое присутствие, оно было здесь. Господи, я прошу Тебя о том, чтобы каждый человек, который пришел сюда, который смотрит нас онлайн, он не оставил это собрание равнодушным, Господи. Каждый из нас в чем-то нуждается. Кто-то нуждается в утешении, кто-то нуждается в ободрении. Кому-то нужен толчок и побуждение к действию, Господи. Кому-то нужно увлечение. Я прошу Тебя, Дух Святой, двигайся, как Ты хочешь. Господи, работай с каждым сердцем. Пусть каждый человек, он получит то, в чем он нуждается. Потому что Ты видишь наши сердца и знаешь, даже если сам человек, он, может быть, и не знает, только догадывается, Господи. Но Ты действуй. Эта церковь, она принадлежит Тебе. Ты глава этой церкви. И мы ожидаем от Тебя, что Ты будешь вести, Господи. Мы отдаем это собрание в Твои руки. И уповаем на Тебя, Господи. И провозглашаем. Действуй. И двигайся, как Ты хочешь. Мы собрались здесь во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, который есть основание нашей веры, краеугольный камень нашей веры, который умер за нас, но не остался в могиле. Он воскрес. И мы это празднуем и воздаем Тебе всю честь и хвалу. Давайте мы воздадим Богу аплодисменты. Господь, вся слава да будет Тебе, Господи. Аллилуйя! Аллилуйя! Вся слава да будет Тебе, Господи. Воскликнул аллилуйя, в присутствии врагов моих. Воскликнул аллилуйя, вижу я, тьма бежит. Воскликнул аллилуйя. Мое оружие хвала.
шум хвалы. Христос воскрес! Христос воскрес! Еще громче!
жизнях, на этом месте, в нашей церкви. Сейчас, дети, пожалуйста, выходите сюда, мы будем за вас молиться. Пока дети выходят, взрослые, давайте возьмем пару минут, подойдите к кому-нибудь. У нас так много новых людей, или те люди, которые давно не были, пришли. Подойдите к тому, кого вы не знаете. Улыбнитесь, скажите что-нибудь хорошее. Скажите «Христос воскрес», поздравьте кого-нибудь с праздником. Уже можно идти, не нужно сидеть. Уже должно начаться броуновское движение по залу. Христос воскрес! Радостный праздник! Слава Богу! Вы знаете, у нас добрая традиция. Мы на каждом собрании благословляем детей, подростков, беременных, если есть. Также можем молиться, благословлять. И что такое благословить? Сказать благое, да? Что такое благое по-русски? Это хорошее. То есть провозгласить что-то хорошее в жизни человека. Особенно в того человека, которого жизнь, она только начинается, все еще впереди. Все сейчас определяется, многое, да? И написано в Библии, что у верующих есть власть, которая им дана. Что мы можем что-то запрещать, и что-то разрешать, и что-то, если это так делаем, здесь на земле оно будет также на небе. То есть в духовном мире верующим дана власть. Поэтому благословляйте детей, не только здесь, дома. Говорите что-то позитивное, что-то хорошее в их жизни. Аминь. Аминь. Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка и за каждого подростка, который здесь находится. Мы их приносим перед Тобой в нашей молитве и просим Тебя, Господи, Ты благослови их, как мы их сейчас благословляем. Пусть Твоя рука, она будет над ними во все дни их жизни, уберегая их от зла. Господи, сейчас весной, когда опять могут быть всякие болезни, вирусы, у нас ковид еще до сих пор не кончился, но мы провозглашаем, что пусть всякая болезнь она пойдет их стороной во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя рука она будет над ними, убереги их от этого. Даже если кто-то где-то зацепит какой-то вирус, я провозглашаю, что не будет никакого вреда, организм сам справится, все заборет, не будет никаких последствий во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя также за всех школьников и студентов, где бы они ни были, даже те, кто в нашей церкви, сейчас они где-то учатся, в других городах, может быть, кто-то здесь учится. Господь, благослови на хорошее окончание вот этого учебного года. Остался последний рывок, последний месяц. Господи, пусть все успешно сдадут экзамены. Господь, благослови всех, кто сдает ОГЭ и ЕГЭ в этом году. Дай мудрости, Господь, как готовиться, что делать, хотя остался уже месяц, но Ты направь просто все и благослови. Господь, мы просим Тебя также, пусть у каждого из них будет добрый, хороший, надежный друг в жизни. И не один, Господь, который будет оказывать положительное влияние на них, на которого можно будет опереться в жизни, Господь. Но также, Господь, я прошу Тебя о том, чтобы у Тебя в сердце, у них в сердце было знание, что у них есть тот друг, тот Отец Небесный, к которому всегда можно прийти, несмотря ни на что, к Нему обратиться. Я провозглашаю, что каждый из них в свое время, он примет правильное решение, он выберет Тебя, выберет жизнь. Весь Божий народ сказал. Аминь. Да будет так. Дети, благословляю. И у нас, я так понимаю, есть поздравления от детей, да? Давайте мы сразу это сделаем. Кто у нас из детского служения?
То есть у нас в этом году мы не делали как бы общий концерт и какую-то праздничную программу, но детское служение, воскресная школа нас все равно поздравит. Поэтому я прошу вас, давайте мы начнем. Еще, давайте мы поаплодируем нашему прославлению. Они большие молодцы. Было круто. Кому понравилось сегодня прославление? Слава Богу. Не зря старались. Они все время не зря стараются, но сегодня было особенно. Вы стоите внизу, Алина. Да, друг за другом. Алина, Влада, Динамика, Надя. А Саша, Таня. Последняя перед тобой стоит, получается, Наташа. Ты в стороне стоишь, Надя. Ты стоишь в стороне. Ты говоришь после... Девочка, вы надо. Сейчас сначала пойдем. Сначала Алина, потом Алина на сцену. Наташа, не на сцену. Это для детей микрофон. Что же на сцену? Нет, на сцену, подождите. Почему? Сейчас потому что песня. Все сюда, все сюда. Диночка, сюда иди. Все, Вероничка.
А теперь наши дети поздравят своих родных и близких из церковь с праздником Пасхи. Они подготовили стихи. Сегодня вся земля ликует, сегодня небо торжествует, звучит евангельская весть, хвала Христу, Христос воскрес. Сегодня мир поет на и пение льется до небес. Великий царь, небесная слава. Христос воскрес, Христос воскрес. Лепнет каждая овечка, Христос весь мир от смерти спас. Я слышу, как мое сердечко меня приветствует сейчас. Утром на рассвете Иисус воскрес. Прославляйте, дети, Господа небес. Нет Христа в гробнице, сорвана печать. И себе еще птицы, как же нам молчать? Победитель смерти радость нам принес. Не... Славьте Бога, дети, жив Иисус Христос. Ходим туда, Почему все эти люди собрались сегодня тут? Почему они сегодня торжествуют и поют? Потому что в это утро, много-много лет назад, Иисус воскрес из гроба, победивший смерть и ад. Он пришел на землю с неба для спасения людей. Возлюбил он сильно сильно всех, взрослых и детей. Говорили правду люди, призывал добро их всех, чтобы к Богу обратились, перестали делать грех. Почему его распяли? Люди грешные тогда. Неужели не узнали в нем Спасителя Христа? Потому что эти люди не поверили Христу. Им не нужно было света, ведь они любили тьму. Я-то Господа Спаситель, чтобы грешник мог прийти и в крови его пролитой ощущение найти. В Гефсимании маслины не спят. Об Иисусе они говорят, уже утро, а им не до сна. Беспокойно тут молвит одна. Очень грустно мне, друзья, слезы льются в тревожке. Не могу забыть ту ночь, хоть гоню те мысли прочь. Каждый листик, камешок, помнит, как молился Бог. Вот смотрите, камень тот, словно кровь здесь слился пот. Помните его слова? Воля будет пусть твоя. Ангел слева вдруг пристал и Иисуса укреплял. И тогда Иисуса взяли, как разбойника связали. Я хотела, закричали. Бог, Творец, велел молчать. Мы грустим о Божьем Сыне. Что случилось с ним, не знаем, потому и унываем. Бог
за грешников страдал, в тяжких муках умирал, но на третий день воскрес. Радость, радость до чудес! Иисус живой, теперь в небеса открыта дверь. Выше веточки маслины будем радоваться ныне. А теперь Надежда споет песню. Надюша. Всем спасибо. Мы очень старались. А кому передать эстафету? Сейчас.
Слава Богу за детей. И у нас немаловажная часть служения, то, что мы делаем, в том числе и по праздникам, великое таинство, это мы принимаем причастие, да, или хлебопреломление. И я бы хотел сказать пару слов, прежде чем мы будем это делать. Сегодня мы празднуем Пасху. Это когда Иисус, Он воскрес. Но до того, перед тем, как Он был схвачен, перед тем, как Его распяли на кресте, у Него была последняя вечеря со своими учениками. Как раз это было на Пасху, да, на Песах еврейский. И в этот день Он преломил хлеб и сказал, что вот это вот тело мое, которое ломимо за вас, да, то есть за нас в том числе. И что кровь моя, это вот вино, которое было налито в бокалах. И Он сказал ученикам, что делайте это в моем воспоминании. И церковь больше 2000 лет с того самого времени никогда не переставала это делать. Мы также это делаем и вспоминаем об Иисусе Христе. И сейчас мы будем это делать. Но я бы хотел сказать, что мы верим в то, что человек, который принял спасение, который принял водное крещение, он может принимать участие и быть частью, да? То есть причастие – это становиться частью, да? Это великое таинство, через которое мы, во-первых, делаем то, что нам заповедовал Иисус Христос, во-вторых, мы провозглашаем перед духовным миром и перед всем физическим миром, что мы часть тела Христова. К чему я это говорю? Мы специально отпустили детей, да, потому что мы верим, что это должно быть. Можно потише, пожалуйста? Обсудить можно все внизу. Важная часть на самом деле служения. И я бы хотел сейчас, да, если вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, вы принимали водное крещение, вы можете принимать причастие, хорошо? Если еще нет, то всему свое время. Не переживайте, здесь нет никакого осуждения в этом, ничего, но как бы пользы от этого никакой не будет. Да? Хорошо, мы с этим разобрались. И написано, что нам нужно принимать, вспоминая об Иисусе Христе, да? С должным почтением и с должным уважением. То, что Он сделал для нас. Давайте мы поднимемся на наши ноги, и мы будем делать это следующим образом. Вот с этого ряда можно будет, вот здесь по этому ряду мы проходим к столу, и потом вот по этому ряду мы возвращаемся обратно по местам, хорошо? И вот начиная здесь, потом здесь, потом здесь, и последний это. Будем брать хлеб, будем брать сок, принимать, благословлять, и пустые стаканчики можно будет ставить вот здесь на поднос. Хорошо? Еще раз. Те люди, кто принимал водное крещение, если вы верите в Иисуса Христа, вы приняли Его как своего Господа и Спасителя. Сейчас давайте мы помолимся, мы благословим. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа, за Твой план великий по нашему спасению. Господи, мы благодарим Тебя, что Твой Сын, Он умер за нас, Он умер за меня, за Тебя. Мы благодарим Тебя, что из-за Его смерти, из-за Его крови мы имеем надежду на спасение. Мы благодарим Тебя, что Он не остался там висеть на кресте, не остался в могиле, но Он воскрес и тем самым победил смерть. И мы сейчас принимаем этот хлеб и этот сок, и мы провозглашаем, что этот хлеб – это тело Иисуса Христа, которое было ломимо за нас. И этот сок – это Его кровь, которая была пролита за нас. Мы освящаем этот хлеб и это вино, и мы принимаем с благодарностью, вспоминая о Тебе. И весь Божий народ сказал: Аминь. Жизнь свою отдал на кресте за
Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда.
Сейчас скажите эти слова. Все, что мне Все, что нам надо, это быть рядом с тобой, знать тебя, слышать твой голос, иметь твое водительство в своей жизни. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы в жизни каждого человека, кто сейчас здесь присутствует, кто смотрит нас онлайн, это была реальность. Господи, мы верим в чудеса, верим, что Ты живой, верим, что Ты действуешь сегодня, как и раньше, Господь. Именно поэтому мы приходим к Тебе и слагаем все наши нужды перед Тобой, Господи. И мы просим Тебя, Господь, восполни каждую нужду, которая есть у человека здесь, в зале. Господь, кому-то нужны деньги, кому-то нужна новая работа, кому-то нужно новое жилье, кому-то нужна мудрость в принятии решений, Господи. Мы уповаем на Тебя. Ты источник всего в нашей жизни, Господь. Усмотри по Твоему богатству, по Твоей славе, чтобы каждая нужда, она была восполнена, Господь. Также мы просим Тебя за каждого болящего в нашей церкви, у кого есть какой-либо недуг. В какой день, как не сегодня, провозгласить, что ранами Христа мы исцелились. Иисус, Он воскрес. Он победил смерть, Он победил все болезни. И мы провозглашаем это в жизни каждого. Я провозглашаю божественное здоровье в жизни каждого человека в нашей церкви. Запрещаю всякой болезни именем Иисуса Христа. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы можем собираться здесь, в этом здании. То, что у нас здесь, в городе, у нас мирное небо над головой. И мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы наша страна, она была в мире, Господь. Не дай, чтобы война, она пришла на нашу территорию, Господь. Мы просим Тебя за конфликт, который сейчас, за специальные операции, которые ведет наша страна на территории Украины, Господи. Все в Твоей руке. Ничто не происходит без Твоего ведома, Господи. Наше желание, чтобы как можно быстрее все закончилось. Чтобы как можно больше людей было спасено. Ты усмотри, Господь. Мы просим Тебя за
руководство нашего города, нашей республики, нашей страны. Мы верим, что это люди, которые поставлены Тобой, потому что нет власти ни от Бога. И мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы Твое помазание было над ними, Господи. Дай мудрости, Господи, дай мудрости главе нашей республики, нашему мэру, чтобы жизнь людей, она менялась к лучшему, Господи. Дай им команду, Господь, набрать людей, поставить ключевых министров, которые на хозяйстве будут люди, которые действительно будут заботиться о людях, и они будут менять жизнь к лучшему, Господи. Дай мудрости в принятии решений, сверхъестественные просто. Во имя Иисуса Христа. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. То есть да будет так. Присаживайтесь. Еще раз огромное спасибо прославлению. Я не знаю, кто-то заметил, нет, у нас небольшие изменения в плане дизайна сцены. Есть, да? Кто заметил? Слава Богу. И у нас есть человек, который выступил с инициативой. Она вся такая занятая, в телефон смотрит. Подними руку. Давайте мы поаплодируем. Смотрите, у нас есть нужда в том, чтобы у нас была команда, которая отвечала бы за дизайн сцены. То есть это такой креативный отдел. Что я хочу сказать? Нужны люди, которые уже имеют какой-то навык, да, в украшении чего-то, у них есть какой-то вкус, они могут что-то сделать. Если вы такой человек, не в том смысле, что я хочу научиться, я буду таким. Нет, вот у вас есть что-то, да. Вы можете подойти вот Татьяне, да, и сказать, что я хотел бы помочь. И, может быть, вообще я бы хотел, чтобы мы раз в месяц делали какой-то новый дизайн, что-то меняли. Но пока мы как бы договорились, да, я надеюсь, что раз в квартал, да, раз в 3 месяца, то есть, по весеннему, потом по летнему, потом по осеннему и по зимнему. Если у нас будет команда, будет как бы такой задел, это же здорово, да? Господь, Он творит все новое, да? Здорово что-то постоянно обновлять, потому что даже те же песни, знаете, когда есть очень замечательные песни, и они вдохновляют, они благословляют, и помазание сходит. Но если это одни и те же песни, вот человек он так устроен, что душа, она хочет чего-то нового. Аминь. Невозможно постоянно смотреть. Женщины меня поймут. Это мужчины могут ходить, да, и шторки висят там 10 лет, потому что они еще висят. Да, но хочется чего-то нового, да, там что-то перевешивать. Буквально там стулья поменял, да, уже она по-другому заиграла. Поэтому мы же здесь как дома, да. По крайней мере, помните, мы как-то говорили про верное воскресенье, да, или про пальмовое воскресенье, и что это означает, и когда вот Иисус он там ходил и говорил, и мы говорили о том, что нужно что-то делать, да. Один из выводов был: как для себя, не как наемный работник. Аминь. Поэтому, если вы такой человек, вы хотели бы принимать участие в работе творческого отдела, в дизайне сцены, в Татьяне, хорошо? Также, если кто обратил внимание, у нас мы чуть-чуть позже начали, потому что у нас большое спасибо, кстати, всем огромное, тем, кто сегодня пришел пораньше, резал, купил продукты, готовился, накрывал стол. Опять же, вы знаете, да, что это мы делаем своими руками. Мы это делаем сами. Мы не нанимаем, у нас нет каких-то спонсоров, которые вот там заказывают еду и которая приезжает. Вы понимаете, да, что это мы все сами. Поэтому если ты пришел, так ты думаешь, как классно, сейчас поем. Но это здорово, когда ты один раз, так, второй раз. Но опять же, про то, что если ты часть этого дома, может быть, не только есть, но еще и что-то и сделать можно. Приди пораньше. В общем, не буду долго развозить, нам нужны люди. Потому что у нас есть 2 сестры, которые на себя это взяли. Это опять же вот Таня и... Я не вижу ее, просто хотел. Они только что здесь были. Они уже знают, они сразу убежали. Вы их знаете. И они вот пока тянут это дело, и каждое вот уже 3-е воскресенье они приходят, и они делают. Это здорово. Но
я боюсь, что если так будет продолжаться, и они останутся вдвоем, то, скорее всего, им либо это все надоест, либо, даже если они скажут, нет, ну нам все равно нужно делать, они будут продолжать делать, но, вы знаете, как бы, это ненормально, на двоих человек все решить. То есть нам нужны люди также в эту команду. Я верю, что это здорово иметь общение после собрания, кому понравилось общение. То есть попить чай, не обязательно, кто-то торопится домой, мы все занятые люди, 21 на дворе, да? И мы стараемся ценить время. И поэтому давайте будем ценить также их время и помогать. То есть 2 человека это не дело. Это здорово, когда вот они начали, но если вы желаете принять в этом участие, знаете, было бы идеально, если бы у нас были люди, которые менялись бы, например, раз в месяц хотя бы, да, ты участвовал в этом. Или, может быть, меньше, составить план или там график. Когда много людей, это здорово, это не в напряг. Можно прийти, накрыть. И также вы знаете, что они после этого еще и убирают. То есть люди, они приходят раньше, и они остаются позже. Поэтому в 2 часа желательно как бы заканчивать. Это не означает, что вы не можете остаться. Вы можете поставить столик и сказать, мы уберем сами, например, да, и остаться. Но они, хотелось бы, чтобы они отсюда ушли в 2 часа. Сегодня у нас особенный день, у нас праздник, поэтому еще раз, если вы хотите принять участие в служении, в том, чтобы накрывать, покупать и так далее, это не означает, что из своего кармана. Вы знаете, что вся церковь собирает на это, да? Вы знаете, кто знает? У нас есть отдельная, да, вот карта, там в группу пишут. Ты можешь либо что-то принести из дома, либо отправить какие-то деньги. И мы решили, что если чего-то будет не хватать, то, что мы собрали, церковь она будет возмещать, но пока, слава Богу, то есть мы всегда как бы вот все закрываем. Аминь. То есть это к тому, что мы сами все делаем. Хорошо. У нас с объявлениями вроде бы все. После богослужения, когда мы закончим собрание здесь, добро пожаловать вниз. Мы заказали пиццу, мы сделали бутерброды, вы принесли там тортики, пирожные, печенье. Давайте пообщаемся, будем праздновать, будем веселиться. Хорошо? Поэтому добро пожаловать вниз после этого. Если вы никогда не принимали участие в чаепитии в церковном, сегодня классный день начать. Потому что, когда еще, как не на Пасху. Аминь? Да, и вот, слава Богу, за сестер они мне показывают, что там еще, там ведра стоят. И в нашей церкви мы собираем пожертвования и десятину. И сейчас можно сразу ведра уже пустить. Можно дать наличными, можно, если вы в церкви, вы в группе в нашей, у нас здесь, к сожалению, пока реквизитов нету, но нам, кстати, нужно сделать, чтобы это выводилось на экран. Можно отправить в электронном виде. Если вы первый раз в церкви, или вы не знаете, зачем это и почему, нет никакого осуждения, можете спокойно себя чувствовать, нет никакого осуждения. Мы делаем это добровольно, потому что написано, что добровольно дающего любит Бог. Аминь. Вы уже устали, нет? Что так тихо? Отвечаете, вы устали или нет? Нет! Просто такое чувство, что уже все, знаете, на эмоциях. Все, можно расходиться. Я вас не буду долго утомлять. И пока хочу вас разбудить, потому что я собираюсь прочитать целую главу из Евангелия. И я понимаю, что для многих это будет, там, не знаю, недельный план, для кого-то месячный план, а для кого-то сразу план жизни, текст годовой. Мы прочитаем Евангелие от Луки, 24 главу целиком. Ну или с 1 по 24 и потом 35 стих. Хорошо? Евангелие от Луки с 1 по 24 и потом 35. И здесь как раз рассказывается о тех событиях, в том числе, да, что мы вообще празднуем, о Пасхе, да. Вы помните, кто читал, кто знает, кто ходил, что наш Господь Иисус Христос, Он был распят, Он умер, Его похоронили. И Он 3 дня
был в гробнице, да? Но Он воскрес. Именно это мы празднуем. И кто был на прошлом собрании, мы говорили про вербное воскресенье. И это празднуется торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, как раз перед этими всеми событиями. И когда Он туда въезжал, люди первый раз Его встречали как Мессию, как Спасителя, которого так долго ожидали. Вы помните, они ему кричали: «Осанна, слава сыну Давидову!» И у них было такое вот воодушевление, и потом, представляете, его убили. То есть, помните, мы говорили на прошлом собрании, что все ожидали, что это тот самый, да, которого обещали все пророки в Ветхом Завете, что он придет и он освободит Израиль. И они воспринимали, что это будет земной царь, да, который освободит их от римского ига. Израиль был оккупирован римлянами в то время. Итак, что же потом, да, то есть его распяли, похоронили. И мы читаем Евангелие от Луки, 24 глава. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу. И вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же не недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, рассказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков-грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал к гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, удивляясь сам себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадия на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой? И от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему: «Это было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано утром у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из них к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удержали его, говоря: останься с нами, потому что день уже склонится к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидимым для них. И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?
И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Интересные вещи, да, мы прочитали. Все понятно, да? Вы знаете, когда происходит что-то в жизни людей, знаете, вот, если кто-то сталкивался, например, с какими-то юридическими делами, кто-то бывал когда-либо в суде, в суд приходят люди, которые, ну, например, они спорят о чем-то, да, и каждый приводит какие-то свои доказательства. Бывают премии сторон, там заслушивают какие-либо свидетельства, доказательства. И иногда они какие-то явные и очевидные, но иногда что-то скрыто, да, и вызывают дополнительных свидетелей. И в конце концов, вот, когда люди все изложили, они привели все свои доводы, потом либо судья, либо там присяжные, они должны вынести вердикт. Вот они все заслушали, они должны сказать, что да, действительно, вот было, например, так. Или было по-другому. К чему я это говорю? Вы знаете, вот то, что здесь происходило, мы говорили, вот ученики, они все слышали. Иисус, Он говорил много о том, что Ему предстоит, да? Быть распятым, что Он умрет, и что Он воскреснет. Они слышали же об этом? Они все знали. Ну, как бы да. Но потом, когда это произошло, и даже вот эти женщины, они пошли к гробу, они вошли туда и смотрят, вот, ну, в то, что его заворачивали, вот эти пелены, вот эта вот материя, она вся там лежит, а тела нет. И они пришли и рассказали, и более того, 2 ангела пришли и говорят им, да, почему вы его ищете здесь? Он же живой, он не мертвый, он воскрес. Они пришли и рассказали ученикам, это те самые апостолы, и еще остальные люди, которые с ним были. И что написано? И никто им не поверил. Ну, как бы, мы слышали, да, мы знаем, и здесь вроде бы свидетельство. Но вот какой-то, знаете, вердикт вынести, да, вот, принять решение, что поверить в это, ну, я их вполне понимаю, знаете, это противоестественно. Вернее, даже не так, наверное, это не противоестественно, это сверхъестественно. Да? Люди, когда умирают, они обычно, они остаются в могиле. Но Иисус, Он до этого воскрешал мертвых. И они видели это, как перед тем, как Он въехал в Иерусалим, на вербное воскресенье, Он Лазаря поднял, который также пролежал 3 дня. И тело уже разлагалось, и уже запах был дурной. И Он воскресил его из мертвых. И они все это видели, и именно поэтому они кричали: «Осанна! Слава Богу, там, да, сыну Давидову!» И здесь они не верят. То есть нужно принять какое-то решение. И давайте я еще раз, вот, то, что мы читали, 24 глава, 22-23 стих. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. Они все это слышали, да, и Иисус им говорил, и здесь, и ангелы говорят, вот женщины видели, и тела там нету, но они до сих пор еще не верят в это. Какие-то, вот, знаете, вот такие доказательства, какие-то скрытые вот еще, они ускользают от их внимания, чтобы убедить их в том, что это действительно так, что Он действительно воскрес. Когда ты рассуждаешь над этим, знаете, вот как-то по-новому открывается, почему у нас в стране говорят, что Христос воскрес, воистину воскрес. То потому что как-то вот поверить в это, знаете, вот оттуда. Да Он действительно живой, Он действительно воскрес. Хотя да, все слышали, да, там знают. Он воскрес, Он поднялся из мертвых. Но из-за того, что вот эти вот люди, ученики, да, которые шли вот по дороге в Эмаус, то есть населенный пункт, деревня, недалеко от Иерусалима, они упустили вот какое-то вот доказательство. Они верили, что то, что произошло с Иисусом, это случайность, и это великая трагедия. Поэтому они были печальны, да?
Давайте мы еще раз посмотрим. 17-21 стих. Он же сказал им: о чем вы, едя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь, что происходило в нем в эти дни? Иисус спрашивает: о чем? Они говорят, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. И дальше, внимание. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Мы так надеялись, что это тот царь, что это тот спаситель. Ну дальше что? Но совсем тем уже третий день, как это произошло. Третий день уже в гробу лежит. А мы было надеялись. У нас была надежда, что вот он, этот спаситель. А его убили и положили в гробницу. И 3 дня уже прошло. И он мертв. И именно поэтому, да, если они были печальны. И все, что это происходило даже, когда говорили, что он воскрес, как-то не очень им во все это дело верилось. Особенно если ты присутствовал во время казни, представьте, да, на Голгофе. Раз, кто помнит, как это происходило? Кто смотрел фильм «Страсти Христовы»? Мэла Гибсона. Я не знаю, по-разному люди говорят, лично для меня тяжелый фильм. Ну, потому что, как-то, не знаю, настолько все реалистично показано. И они это видели, да, вживую. Они видели, как его потом проткнули копьем, да, и что он был мертв. Его положили, и он там. Но потом Иисус все это дело слушает, и он начинает менять, да, говорить им. Смотрите, 25 стих. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». И после этого Иисус, он делает вообще необычную вещь, удивительно. Вот казалось бы, да, если, например, человек вот чему-то не верит, как я приводил, например, например, в суде, ты хочешь что-то доказать, но нужно сразу предъявить самые весомые доказательства, да, чтобы убедить кого-то, ну, например, тело. Как говорят, если нет тела, ну, как бы нет и дела, да, тогда. Ну, в смысле, убийство доказать как-то, тела нет. А если, наоборот, тело есть, или он, например, воскрес естественно, казалось бы, да покажи ты, скажи, да вот он я. Как Фоме, да, он сказал. Помните, потом позже, да, когда ученики они собирались, и Фомы не было, да, когда он им явился, и потом он пришел и говорит: не поверю ни за что, пока сам не вложу пальцы к нему в раны, да, ну, как бы вот. И, естественно, казалось бы, ну этим покажи, что да нет, это я вот. Подними робу эту свою, покажи отметины на ногах, ладошки покажи, что я вот был прибит, и вот он, что я здесь. Но он, наоборот, да, сделал так, что написано, глаза у них, они были закрыты, да, они его не узнали. И он идет с ними и разговаривает, и спрашивает: зачем? Кто верит, что это случайность? Конечно же нет, да? То есть и в Библии, и у Бога случайности нет. Он что-то делает, он делает осознанно, с определенной целью. Вы согласны? И здесь какая цель? Да? Вот 16 стих, да, написано: но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. И вместо этого, вместо того, чтобы показать им: да вот оно, мое тело, вот он, я живой, он делает следующее, 27 стих. И начав от Моисея, то есть пятикнижие Моисеева, это самое начало Библии, да? Бытие, исход, от создания мира, вообще с самого начала. И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Иисус взял, так как они были иудеи, они были воспитаны в этом, да? Они знали Писание, по крайней мере, они слышали учение. Он обратился к Ветхому Завету, и он начал показывать им, что вообще вот в книге Бытия, какой был вообще Божий план. И он пошел дальше к пророкам, там, Даниилу, Исаия. И он помогал этим людям не просто увидеть, да, но осознать.
Они слышали это все, они знали учение. Все эти пророки, они говорили. И он им это показывает и учит. И он им показывает тот Божий план, который был еще до их рождения, за много-много тысяч лет. Как Петр он говорил позже, да, в Деяниях 2 глава, 23 стих. Всего или этого по определенному совету и предвидению Божьему преданного. Предвидению Божьему. Это был Божий план. И Божий план для чего? По спасению всего человечества. Это не было случайностью. Какие пророчества Иисус он им приводил? Да, как бы, я не знаю. Но, знаете, вот, есть по меньшей мере 48 основных пророчеств об Иисусе Христе в Ветхом Завете. Может быть, он коснулся каждого из этих пророчеств и показывал им, да, что вот он, я пришел и я исполнил. Но так как у нас уже и пиццу привезли внизу, и нам скоро идти вниз, я не буду касаться каждого из этих пророчеств, да? Просто галопом по Европам, чтобы вам показать, да? Я думаю, что Иисус, скорее всего, начал вообще с рождения Адама и Евы. Он говорил, что Бог, Он создал человека. Это был прекрасный Божий план, да? Создал по образу и подобию своему. И они жили и ходили рядом с Богом в Эдемском саду. И каждый день имели общение. Но в результате грехопадения, да, они подверглись искушению змея. Они ослушались Бога. И произошел разрыв между Богом и человеком. Да? Первородный грех, так называемый. И с этого момента нарушилась связь с Богом. И они начали умирать духовно и физически, в прямом смысле. Более того, да, Бытие 3 глава, 15 стих. Бог, Он провозгласил проклятие змею. Это прообраз сатаны. Он ему сказал: вражду положу между тобою, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Знаете, он здесь говорит о том, что семя женщины, что это, я не буду сейчас касаться конкретно, да, там, разбора слов, но суть в том, что это будет мужчина, и это будет семя женщины. То есть плод женщины, еще раз, не плод мужчины и женщины, а именно плод женщины, семя женщины. И он будет мужского рода, и он победит сатану, он разрушит его власть. Это было за тысячелетия до Христа. Бог уже тогда все это усмотрел. Второе, может быть, он привел ему, знаете, место из Второзакония, когда Моисей, пророк, да, он провозгласил народу. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте». Вы знаете, Моисей — это удивительный человек, удивительный пророк, потому что в Ветхом Завете много пророков, которые были у израильского народа. Но ни один из них, он не совершил, они многие совершили там и чудеса делали, и пророчества. Но что отделяет Моисея? Моисей, он пришел с определенной целью. Для того, чтобы спасти народ израильский и вывести его из Египта. И вторая цель, для того, чтобы дать народу завет. В то время он для них был новый, они жили вообще, у них не было никакого завета. Но через Моисея они получили, чтобы этот народ стал отдельным, особенным, освященным Божьим народом. Ни один другой пророк в Ветхом Завете, он не совершал ничего подобного. Какие бы знамения и чудеса они не совершали. Но это был тот человек, который привнес новые взаимоотношения между людьми и Богом, между его народом и Богом.
И никто не мог сравниться с Моисеем до той поры, пока не пришел Иисус Христос. Потому что когда пришел Иисус, своей смертью и своим воскрешением, Он что сделал? Он спас от рабства, греха, да? Кто понимает вообще, что вообще весь Ветхий Завет, его единственная цель, это понятно, что евреи не воспринимают это как вот историю еврейского народа, которая там описывается. Но весь Ветхий Завет, он указывает на Иисуса. И история вот израильского народа, это как прообраз также того, что сделает вот Иисус Христос. Как Моисей пришел для того, чтобы вывести людей из рабства, да, свой народ из Египта. То же самое сделал Иисус, только для всех людей, чтобы вывести их из рабства греха, освободить от рабства греха. И Он также дал людям Новый Завет. Тот завет, который был у Израиля, который был основан на заповедях и на законе. Но сейчас у нас новая заповедь. У нас новый закон, да? И верующие – это Божий народ, отделенный, освященный. Не спите пока. Я думал, что будет веселее. Ты пока не начнешь говорить, никогда не знаешь, какая реакция будет. Я не хочу вас усыпить, и мы скоро закончим. Там, наверное, задние ряды уже чувствуют, как пицца пахнет снизу. Может быть, после этого Иисус, Он рассказывал вот этим двум мужчинам, которые шли по дороге в Имаус. Он им сказал пророчество из книги пророка Даниила. Я быстро прочитаю. 9 глава, 24-25 стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатлены были видения и пророков, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обостроятся улицы и стены в трудные времена. Казалось бы, текст может быть для кого-то непонятный, но что такое 70 седьмин? Это 7 раз по 70 лет. Это 490 лет. И все остальное, если просто пропустить, ну знаете, все или большинство исследователей Писания, они вам могут сказать, что вот это пророчество, оно говорит, когда придет Иисус Христос, да, когда придет Спаситель. И они говорят о том, что с того момента, когда выйдет закон о том, чтобы Иерусалим был восстановлен, он был до этого разрушен, начнет отсчитываться время. Если пропустить все эти, поверьте, не здесь на слово, у нас нет времени на все, да, у нас не научная лекция. Но срок выпадает приблизительно на 30-й год нашей эры. Что произошло в 30-м году нашей эры? Иисус Христос он вступил в служение, правильно? Он родился. Кто знает вообще, что такое наша эра, до нашей эры, школьники? До рождения Христа и после рождения. Я не знаю, как советские люди, вы понимаете или нет, мы помним, да, но вся наша эпоха, просто у нас было государство отделено от церкви, но на английском там вообще такие буковки ставятся, да, и которые означают, там, например, BC, это Before Christ, то есть до рождения Христа, и потом AC, After Christ, после Христа или там, после смерти. Все четко и понятно. Мы живем после рождения Христа, вот у нас 2000 лет прошло, да? И именно на 30-й год ориентировочно Иисус, он родился, прошло 30 лет, вы знаете, что он вошел в свое служение, начал служить людям, и через 3 года после этого, 3 года он прослужил всего, он был распят, и потом он воскрес. И это было записано за 1000 лет пророком. Дальше я думаю, что может быть Иисус, Он также привел им еще какие пророчества. Из пророка Исаии, 52 глава, 13-14 стих. Написано: «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. И как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всего человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Это говорится про то, как Иисус, Он будет умирать, да? И потом, конечно же, да,
Исайя, он говорит, больше нам еще. Кто же это будет, этот слуга, который послан Богом? 53 глава Исайя, 3-5 стих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Еще раз. Это исторический факт, что это было написано от рукописи за 1000 лет до рождения Христа. Вы понимаете? Там говорится, что будет происходить, что его будут терзать, истязать, и мы будем думать, что Бог его оставил, что он проклят. Но он в этот момент возьмет грех всего мира. Только подумайте об этом. И потом Исайя 53 глава 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, из-за преступников сделался ходатаем». Все, что я хочу сказать, я не буду вас больше утомлять всякими пророчествами. Вся суть в том, что весь Ветхий Завет, он постоянно полон мест Писания, которые говорят, что кто-то придет избавитель, будет спаситель. И там написано, что он придет приблизительно в 30 веке, в 30 году первого тысячелетия, да, первого столетия. Я уже тоже запутался. Что он будет семенем женщины, а не мужчиной и женщиной, да? И что он будет таким, как Моисей, что он освободит народ от рабства, и что он создаст новые отношения с Богом, что он пострадает, да, будет истерзаем, что будет раним, и что он умрет за грехи всего человечества. Я как-то приводил уже, знаете, я не знаю, кто считал, кто этим занимался. Говорят, вообще, во всем священном Писании, в Ветхом Завете приблизительно 333 пророчества. То есть я когда этого говорил 48, это вот такие основные. Но всего 333 пророчества, которые Иисус, Он исполнил. Которые были даны за 1000 и за сотни лет до Его служения, до Его рождения. Подробно описано, где он будет рожден, как он будет рожден, как он будет выглядеть, как он умрет. Вы знаете, да, что Вифлеем написано. Есть 48, да, вот этих основных пророчеств, которые говорят о жизни Мессии. Даже если оставить вот эти все 333, а взять всего вот эти 48, каковы шансы на то, что человек, он если намеренно даже, ты знаешь, что он будет рожденный, вот он исполнит все 48 пророчеств. Вы знаете, да, что Иисус, ты не выбираешь место, где родиться. И было написано, что Мессия появится в Вифлееме. И вы знаете, почему он вообще оказался в Вифлееме? Вернее, не он, а его мать Мария, беременная. Потому что они пошли туда на перепись. И перепись тогда была, да, когда нужно было приходить в то место, где ты родился. Или где, куда ты, короче, переписан. По месту жительства, грубо говоря. Месту регистрации. По-современному. Насколько это вообще возможно, чтобы вот такие малейшие детали, чтобы человек исполнил? Это знаете, как кто-то приводил такой вот пример. Если взять кольцо с бриллиантом и в море выкинуть просто, в океане, с корабля, и потом сказать, что я вот потерял кольцо в океане. И не говорить нигде, ни в каком, ничего. И потом не ищи. Вот шансы приблизительно такие же. Они равны нулю. Чтобы человек, он пришел, он исполнил все те пророчества, которые были даны. Но вы знаете, Иисус, Он исполнил все их. Еще раз, Ветхий Завет был написан за сотни, за 1000 лет.
до Его рождения. Я к чему это говорю? Вы знаете, Иисус, когда шел с этими людьми, Он мог бы показать им раны и сказать: да вот он я живой. Но вместо этого Он их повел в Писание, и я думаю, что Он это делал в том числе для нас. Для тех, кто живет в последние дни, кто живет на много-много сотни лет после этого. И мы не сможем посмотреть на Христа, чтобы убедиться, но мы можем пойти в Писание и, зная историю, увидеть это. Да, вот оно было. Были эти пророчества. И что да, потом человек пришел, он это исполнил. Сколько таких свидетельств, знаете, когда люди, атеисты, ученые, они брались на то, чтобы опровергнуть Писание. Они начинали исследовать, и они становились верующими. Потому что если у тебя есть мозг, и ты им пользуешься, и ты не предвзят, ты подходишь объективно, все становится очевидным. Я приводил много раз такие примеры. Чем христианство отличается от других религий? Помимо того, что мы верим, что наш Бог, Он живой сейчас, да? Он воскрес. Вы знаете, что Будда, то есть за 500 лет до рождения Христа, за 500 лет, да, 5000, ну приблизительно, плюс-минус, был человек. Шри-Ланка, Индия, современная территория. И вот он там достиг просветления, создал религию, говорил, о чем-то учил. И многие людям понравились его идеи, и последовали за ним, его учению. В конце концов он умер, Будда, в смысле. Его сожгли по традиции, да, которая была в той земле. Говорят, зуб один остался. Есть храм, где на зуба. Но безотносительно, через 500 лет после Христа еще один, да, великий пророк, его многие до сих пор почитают, Мухаммед был рожден. Он тоже потом умер. И он учил много, и многие вещи, они пересекаются с христианством. Как бы, да. Но что такое главное отличие? Вы знаете, никто никогда, нигде не предсказывал и не писал, что вот будут такие люди. Они просто появились из ниоткуда и ушли в никуда. Но про Христа за сотни, за тысячи лет 48 основных, 333 вообще всех, которые Он исполнил. Было написано, что будет такой человек, Он придет. И это не просто человек, Он Сын Божий. И что Он понесет грех мира, и что Он умрет, но не останется там. И Он воскреснет. Слава Богу! Вы знаете, это я верю, что люди, они думающие, мы созданы по образу и подобию Божьему. Бог дал нам мозг. То есть голова это там сверху, мозг. По образу и подобию Божьему. Это означает, что тот Творец всего Вселенной, Он наделил нас какими-то способностями, что-то создавать, быть креативными, думать. Поэтому мы должны использовать это. Поэтому Он апеллирует. Вот Иисус, Он им показывает, что да посмотрите Его. Он им логически доказывает. Потому что они уже вроде бы и все и слышали, и там говорят, и там. Но все равно не верят. Не могут ответить, что Он воистину воскрес. То есть вот эти женщины, они прибежали и говорят, братья, Иисус-то воскрес. А там что написано? Никто не поверил. Все ученики. Никто не сказал воистину воскрес. Какие бы доказательства ни были, вы знаете, как он присяжный или как судья, который потом выносит вердикт, выслушав все стороны, каждый из нас должен вынести свой вердикт. А вот это вообще случайно, вот это все, что записано, что потом он исполнил, за тебя никто не сделал. Ты должен сам решить, это правда или нет. Или это все сказки. Но вердикт, который мы выносим, глядя на все на это, умозаключение, которое ты приходишь, что да, это тот самый, который должен был прийти, чтобы спасти Израиль и весь мир.
что смерть Иисуса на кресте это не была случайность, и это не была безнадега, но это был осознанный Божий план по спасению человечества. Вы знаете, часто ты можешь говорить человеку, не только вообще свидетельство о Христе, а вообще о чем-то. И ты приводишь ему доводы, и вроде бы все логично, и все там, понимаешь, он все равно сидит. Я не верю. Ты ничего не сможешь сделать с этим, да? Но каждый должен сам принять ту истину и ту правду и сделать свои собственные умозаключения. Потому что многие вещи, они просто очевидны. Я бы хотел привести пример такой, и мы закончим. Знаете, есть много картин великих художников, которые, не знаю, эпоха Возрождения, когда было популярно рисовать библейские сцены, и есть, там, я не знаю, по-моему, Рубенс написал, когда Христос и три креста, в смысле, и Христос посреди разбойников, да, и много-много вообще картин, которые изображают Христа распятого. И один из художников, да, Стайнберг был такой, и он был неверующий в тот момент, когда он писал картину. Но так как это была популярная вообще тема, в том числе и доходные заказы были, он писал эту картину, и параллельно он также работал над другими. Он был портретист, у него была натурщица, молодая, симпатичная цыганка. И в перерывах, то есть, когда он как бы рисовал портрет с нее, и потом она как бы присутствовала там же, он как бы продолжал работать над этой картиной, да, распятого Христа. И она подошла, то есть уже как бы очертания они все были, и она говорит, наверное, был страшный человек, если его таким образом как бы, да, пытают и казнят. Он говорит, не, ты что, это наоборот, он был как бы святой, он пострадал вообще за других людей, он понес их грех, и он умер за них, за других людей. И эта девочка-цыганка, она ему задала простой вопрос. А за тебя он тоже умер? Простой вопрос. А за тебя он тоже умер? И он никогда об этом не задумывался. И потом, знаете, вот это он как бы вселило в него такую мысль, что он пришел к вере, он осознал, он говорит, он за меня умер. И он стал христианином, он стал верующим. Но вот это был толчок. И сегодня я бы хотел спросить, а за тебя он умер? Мы не сможем чужой верой спастись. Это лично. Каждый. За тебя он умер. Давайте мы поднимемся. Мы помолимся. И мы закончим. Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за Иисуса Христа, за Его смерть и за Его воскресение. Благодарим Тебя за Твой чудесный план по спасению меня, по спасению нас лично, что Ты уже тогда усмотрел и не оставил, и что у нас есть надежда. Господи, дай нам помнить об этом. Дай нам принимать Христа как своего личного Спасителя. Ибо Он не остался мертвый, но воскрес. И весь Божий народ сказал? Аминь. Аминь. Я бы хотел задать вопрос. Если у нас есть люди в зале, кто ни разу не молился молитвой покаяния, вы не принимали Иисуса Христа как своего Спасителя, но вы хотели бы это сделать, я могу с вами помолиться. Поднимите руку вверх. Если кто-то есть в зале, вы никогда не принимали Христа как своего личного Господа и Спасителя. Потому что все, что я вот здесь говорил, это не имеет никакого значения, если ты не принял Христа как своего Господа и Спасителя. У нас есть кто-нибудь? Слава Богу, братья и сестры, у нас все спасенные. Все верующие здесь. Наверное, поэтому на Пасху пришли.
Слава Богу, еще раз. Давайте мы дадим Господу аплодисменты. Аллилуйя! Господь тебе называет. Да, и можно группу прославления попросить сюда. Мы споем еще, потому что хорошо заканчивать на мажорной ноте. Да? И пойдем праздновать вниз. Я верю, что у нас там уже сестры накрыли. Там говорят, правда, пицца, она доминантна. Она хороша тогда, когда она горячая. Ну, как бы, наверное, она уже остынет к этому времени. Но я думаю, это стоит того. Давайте мы воздадим Господу славу. Христос воскрес, воистину воскрес, звучит сегодня здесь простая истина. Христос воскрес, воистину воскрес, с земли до небес, звучит Ему хвала. Пришел для всех, чтобы разрушить грех, чтобы изменить меня от зла. Ему благодать сильна, однажды меня спасла. С ним не погибнешь никогда. Христос воскрес, воистину воскрес, звучит сегодня здесь простая истина. Христос воскрес, воистину воскрес, с земли до небес, звучит Ему хвала. Он с неба пришел для всех, чтобы разрушить грех, чтобы освободить тебя от зла. Его благодать сильна, однажды меня спасла. С ним не погибнешь никогда. Христос воскрес, воистину воскрес, с земли до небес, звучит истина. Христос воскрес, воистину воскрес, с земли до небес, звучит Ему хвала. Христос воскрес, воистину воскрес, звучит сегодня здесь простая истина. Христос воскрес, воистину воскрес, с земли до небес, звучит Ему хвала. Звучит Ему хвала. Звучит Ему хвала. Христос воскрес! Аллилуйя! Христос воскрес! Сейчас, прежде чем мы пойдем вниз, поэтому я бы хотел сделать объявление такое. У нас следующее воскресенье будет 1 мая. Если кто не смотрел на календарь. Я знаю, что 1 мая, и там, не знаю, кто на демонстрацию, кто на дачу, кто на шашлыки. Но будет 3 выходных. И 1 мая это первый выходной. И мы проводим собрание по воскресенью. 1 мая или 31 января, без разницы. К чему я говорю? Добро пожаловать 1 мая сюда на воскресное богослужение. Это будет хорошее начало выходных. И потом у вас будет еще 2,5 дня на все, что угодно. На дачу, на шашлыки. Поэтому добро пожаловать. Мы ждем вас здесь. Сейчас с миром Божьим. Пусть Господь вас благословит на эту предстоящую неделю.